Я сейчас говорю о жизни, о тебе, обо мне, о каждом из нас. Кто хочет это признать или не хочет признать, современный человек. Начиная от традиционного мусульманина, продолжая всеми религиозными людьми, независимо, да, христиане, иудеи и даже до атеистов. Я говорю это как посыл, месседж всем, кто нас слушает. Религия. Мечеть, церковь, синагога, храм для поклонения. Да? У христиан крещение. Вот когда я говорю про все это, да, на самом деле не надо искать какие-то намеки. Не надо искать. Капитолий. Америка, второй импичмент Трампа, республиканцы, демократы, коронавирус. Вам сейчас покажется, что я резко поменял тему хутбы. На самом деле нет. Капитолий — здание Конгресса в США. Там были беспорядки, и там погибли люди недавно. Будучи муфтием, я это чувствую на себе. Нам нужно жить. Нам нужно соблюдать религию, чтобы жить, а не умирать. Украина, Россия, Америка, Китай. Все, кто нас слышат, настало время объявить импичмент всем устоям, которые есть на сегодняшний день. Настало время объявить недоверие. Дорогие братья, дорогие сестры, все, кто нас слышит и желает услышать, я начну с ярких примеров из жизни нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Самых разных. Я уверен, наверняка многие из вас слышали, если не про все эти примеры, то большую их часть. Но как бы там ни было, всякий раз, когда слышишь подобные примеры из жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это радует слух, будоражит воображение и заставляет глубоко размышлять. Поэтому слушайте, наслаждайтесь, но обязательно попытайтесь найти ответ на такой вопрос. Что объединяет в одном единственном выводе все эти примеры? Самые разные. Итак, пророк, мир ему, был аскетом, можно сказать, да? Тем, кто поклонялся Богу, благодарным рабом Всевышнего, или как он это сформулировал сам. Известно, Аиша, да будет доволен ею Аллах, когда видела, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выстаивал ночь в молитве, да так, что трескались его пятки, ступни, она задавала ему вопрос: о пророк, зачем ты это делаешь? Ведь тебе прощены все будущие, прошлые грехи. Мы знаем, да, пророки маасумун, они безгрешны. То есть, да, ты поклоняешься, это понятно, но зачем до такой степени, имеется в виду? Зачем ты так себя изнуряешь? На что он ответил? А разве мне не полагается быть благодарным рабом? Это что? О чем свидетельствует этот пример? О глубочайшем поклонении посланника. Мир ему, да благословит его Аллах и приветствует. Но при этом он знал определенную меру в этом. Другой случай. Джума, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям читал Джума, это известный случай. Он читает Джума, идут его внуки. И что он делает? Он берет их себе на плечи. То есть берет их на руки. Закончив молитву, он говорит: да, меня оседлал мой внук, а мне не захотелось его торопить. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был боец на поле битвы. И не было равных ему в отваге, доблести, смелости, храбрости. Аль-Бара, хадис достоверный, Муслим приводит. Он говорит: клянусь Аллахом, когда бой разгорался, сражение, мы прятались за пророком, так благословит его Аллах и приветствует. Смелые же среди нас, те, кого мы читали смелыми, считались те, которые не отставали от него, имея в виду пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк Мухаммад, мир ему,
Он был справедливейший судья, тот, кто установил мерки справедливости на то время, которым не было равных. Да? Известно, у арабов в то время было принято, да? Была принята определенная кастовость. То есть не наказывали, если кто-то совершал проступок, грех из знатных. И вот однажды женщина из племени Бану Махзум совершила кражу. В ее отношении действует суровое наказание, хад. И вот люди не знали, как с этим поступить, что с этим делать. И устои, стереотипы, которые давлели в том обществе, они давлели и над ними. Хотя они были уже сподвижники, мусульмане и так далее. Они не решались прийти к пророку и сказать об этом. Они отправили Усаму. Усама занимал определенное место, да, перед пророком. И вот он пришел ходатайствовать перед пророком, мир ему, относительно этой женщины. И что он сказал? Он сказал золотые слова, которые мы повторяем. Повторяем и вплоть до судного дня будем повторять. Он сказал: неужели ты ходатайствуешь? Он забрался на мимбар и сказал: живущих до вас погубило лишь то, что когда кражу совершал знатный из их числа, они не трогали его. А когда ее совершал слабый, они применяли к нему хад, установленное наказание. Клянусь Аллахом, если бы кражу совершила Фатима, дочь Мухаммада, то я бы отсек ей руку. Это при том, что он любил свою дочь Фатиму, и если он сидел, то он вставал и целовал ее в лоб, когда она приходила. Она особенное место занимала в жизни пророка. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был милосердным к детям, к внукам. Когда пришедший к нему однажды бедуин аль-Акра, Хабис, увидел, как он целует одного из своих внуков, он сказал: о посланник Аллаха, неужто вы целуете своих детей? У меня 10 мальчиков, и я никого из них не целовал. Это, кстати, тут распространенное явление даже в современном мире. Бывают черствые мужчины, которым не свойственно целовать детей. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: неужто мне кажется, что Аллах вырвал из твоего сердца милосердие? Кто не милует, не будет помилован. Лишь злосчастного покидает милосердие. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил о любви. Анас передал, что как-то спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: кто самый любимый для тебя, о посланник Аллаха? Он ответил: Аиша. А кто из мужчин? Посланник Аллаха ответил: ее отец Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Он играл, занимался спортом, в том числе и с женой. Это известный случай. С Аишей он бегал на перегонки. Он назвал ее ласковыми именами. Согласно хадисам, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращался к Аише, употребляя такое слово, как хумайра, краснощекая, румяная. Это уменьшительно-ласкательное. Известный случай, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, находился в мечети, пришли абиссинцы, и они играли на копьях, и Аиша захотела посмотреть в мечети. И он это понял и сказал: о Хумайса, ты хочешь посмотреть? Посмотри. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, убирался по дому, занимался домашними делами. Аиша рассказывала, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, все это делал. И очень много сообщений об этом. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был заботливым свекром. Однажды, после женитьбы Фатимы и Али, они поссорились. Али с Фатимой поссорились. Али ушел. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел их навестить. Их дом был рядом с домом пророка. Он не нашел Али и стал искать своего зятя. Найдя его, он нашел его спящим в мечети. И вот когда он нашел его, а пыль прилипла к колбу Али, он спросил о причине. Не стал спрашивать о причине раздора, сказал: Али, вставай, пошли домой. Желая примирить их. Эти
яркие случаи на самом деле можно приводить и приводить. Еще множество. Я ограничусь этим. Разные примеры и разных сфер жизни. А теперь вспомните тот вопрос, который я задал в начале. Что объединяет все подобные, самые разные, яркие эпизоды из жизни лидера, пророка и даже законодателя? Потому что два источника законодательства в исламском праве. Аллах и его посланник. Два основных, от которых вытекают многие другие. Что объединяет в один единственный, единый вывод? На мой взгляд, он точно сформулирован в аяте, где Всевышний говорит: «Ва'а'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману». О, те, которые уверовали. «Удхулю фиссильми каффа». О, те, которые уверовали, принимайте ислам целиком. Соблюдайте ислам полностью. Пусть ислам будет полностью образом вашей жизни. И так далее. Жизнь посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, она именно на это указывает. На всесторонность, всеобъемлемость, срединность. Именно на это. Всеобъемлемость ислама. Первой и последней религии Всевышнего. В широком смысле этого слова. Начиная от Адама, мир ему, продолжая всеми пророками, которых было более 100 тысяч, мы об этом упоминали, продолжая Иисусом, Моисеем, Авраамом и так далее, миром всем, и завершая венцом пророчества Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. И поэтому Всевышний сказал: «Инна дина инда Аллахи ислам». Поистине, религия у Всевышнего Аллаха — это есть ислам. Ислам, покорность. Покорность Всевышнему во всем. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Воистину, религией у Аллаха является ислам. Те, кому было даровано Писание, впали в разногласия только после того, как к ним явилось знание по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. И сподвижники, первые ученики пророка ﷺ, они олицетворяли все это. Они олицетворяли вот эти аяты. Они олицетворяли аяты, в которых Всевышний в Коране говорит, а их насчитывается вот в повелительном наклонении именно 19. «Ва ати'у Аллах», либо повинуйтесь Аллаху, либо «Ва ати'у Расуль», повинуйтесь посланнику, либо «Ва ати'у Аллаха ва Расуль», повинуйтесь Аллаху и посланнику. «Куль ати'у Аллаха ва Расуль», скажи, повинуйтесь Аллаху и посланнику. Ежели они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих. Или повинуйтесь Аллаху и посланнику, быть может, вы будете помилованы. Они олицетворяли все эти аяты. Сподвижники, первые ученики, соратники посланника Аллаха олицетворяли все это. Они старались притворять в жизни ислам настолько, насколько это возможно, отвечая требованию Всевышнего: бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте и повинуйтесь. И так далее. А теперь, дорогие братья, давайте поразмыслим над современным миром. Если я скажу слово, вот сейчас, да, религия, попытайтесь абстрагироваться. Попытайтесь представить, что вы сейчас не на хутбе. Вот я скажу религия. Какие у людей возникнут ассоциации? В принципе, не здесь сидящих у людей конкретно. Возникнут такие ассоциации. Мечеть. Там, если говорить про разных религиозных людей, церковь, синагога, храм для поклонения, да? Рождение ребенка. Вот такие ассоциации возникают. Обрезание, у христиан крещение. Это я к чему? Словно религию
нужна, словно религия нужна современному человеку, вот получается так, да, чтобы хорошо оформить свой приход в этот мир и хорошо оформить свой уход из этого мира. Словно религия нужна современному человеку, когда он еще, будучи младенцем, вообще ничего не понимает. Или когда он уже стал дряхлым старцем, когда ему уже вообще ничего не нужно. Словно религия, получается, нужна современному человеку, обществу, чтобы умирать, а не жить. И я это чувствую на себе. Будучи муфтием, я это чувствую на себе. Люди обращаются, те же традиционные мусульмане. Когда рождается ребенок, или когда надо прочитать джаназу, или когда они вспомнили, что им надо прочитать дуа и так далее. Естественно, не все, но многие, кроме тех, кого помиловал Всевышний Аллах. Уважаемые братья, сестры, будем честны перед собой. Когда говорят религия, именно речь идет вот о таких вещах. Ни в коем случае не идет речь об успешности, об образе жизни и так далее. И как бы это неприятно, мы оказываемся на самом деле в таких трендах, когда верующий, религиозный человек, он считается далеким от этой жизни. В лучшем случае, а в худшем тупым, безграмотным, невеждой, деградирующим. Поистине, день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Всевышнему Аллаху. Лишь Его мы восславляем, лишь Его мы прославляем, лишь Его молим о помощи и прощении. Того, кого Всевышний наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. Кому же Он пожелает и ведет кого в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного единственного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. А после? Братья, вот я сейчас произнесу довольно популярное слово сейчас, то есть в обществе, в мире в принципе, да? Очень популярное слово. Капитолий. Америка, события, связанные с Америкой и так далее. Что придет на ум среднестатистическому обычному слушателю? Вот что придет на ум? Я имею в виду не вам. Какие у него возникнут ассоциации? Наверняка это Америка, второй импичмент Трампа, республиканцы, демократы, коронавирус, финансовая система и так далее. Я сейчас вам набросал. Можете продолжить сами. Вам сейчас покажется, что я резко поменял тему хутбы. На самом деле нет. Что значит Капитолий? Откройте, почитайте. Что значит Капитолий? Капитолий — один из холмов, на которых возник Древний Рим. Капитолий — храм на Капитолийском холме в Риме. Капитолий — здание Конгресса в США. Когда сейчас вы будете искать Капитолий в Гугле, именно это будет вам выходить. Потому что там были беспорядки, и там погибли люди недавно. Я к чему? Это я к тому, что хочет это признать или не хочет признать современный человек. Начиная от традиционного мусульманина, продолжая всеми религиозными людьми, независимо, да, христиане, иудеи и даже до атеистов. На сегодняшний день история, в принципе, человечества, история каких-либо достижений человечества, она на самом деле пронизана религиозным фактором. Сейчас я говорю о политике? Нет.
Я не хочу говорить о политике. Я сейчас говорю о жизни, о тебе, обо мне, о каждом из нас. На самом деле я пытаюсь говорить о жизни. Я говорю это к тому, братья, что нам нужно жить. Нам нужно соблюдать религию, чтобы жить, а не умирать. Я говорю это как посыл, месседж всем, кто нас слушает. Мы должны жить, чтобы возвысить Слово Всевышнего. Да, мы готовы умереть на этом пути, поскольку это великая милость, которая на самом деле не даруется каждому. Да? Быть шахидом, пасть свидетелем за веру, не мучеником, как многие переводят, уподобляясь христианам. Мученичество. Да нет, шахада — это свидетельство. Ты погибаешь ради великой цели, свидетелем за веру, не мучеником. Потому что шахиды живут, они не умирают. И поэтому, как сказал некий мусульманский лидер, он что сказал? Именно в этом ключе надо понимать его слова. Нам не нужны шахиды, он сказал. Нам нужны муджахиды, борцы на пути Всевышнего. Потому что это милость, которую Аллах дает, кому пожелает. Халид ибн аль-Валид сражался, боролся на пути Аллаха, умер в постели. Братья, ничто не сохранит гнилую, разлагающуюся суть, если мы говорим про общество, про пороки общества и так далее, какова бы ни была оболочка, если мы говорим про тот аят, про тот единственный вывод, который мы с вами искали. И в этом ключе, братья, попытайтесь осознать слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: нет веры у того, у кого нет аманы, честности, верности. В этом ключе попытайтесь осмыслить, переосмыслить слова Всевышнего. И сказали арабы, бедуины: мы уверовали. Однако скажи: нет, еще нет, ислам не вошел в ваши сердца. И это, сейчас вот когда я говорю про все это, да, на самом деле не надо искать какие-то намеки. Не надо искать. Когда я говорю про какие-то политические вещи, там, я знаю, Украина, Россия, неважно, Америка, Китай или какие-либо другие государства, неважно. Важно соблюдать ислам, быть срединными на этом пути, быть справедливыми на этом пути. Надо, чтобы ислам стал нашим образом жизни. Поэтому, дорогие верующие, все, кто нас слышат, все, кто размышляет, настало время объявить импичмент. Что такое импичмент? Это недоверие. Всем устоям, которые есть на сегодняшний день. Настало время объявить недоверие всем стереотипам. Понятно, что те, кто пришли сюда, это их не касается. Всем стереотипам, которые сложились в этом вот современном мире.